в мире уже достаточно давно наступило понимание того, что сохранение отдельных видов невозможно без сохранения их мест обитания. Ну, что такое места обитания? Это понятно, но вообще-то говоря, сохранение места обитания – это значит сохранение естественных экосистем. Потому что все эти виды исчезают не только в результате, и вообще большинство видов, не только в результате целенаправленного истребления человеком, как это происходит, положено, с бараном Марко Поло, с Парсом, но и из-за деградации условий их существования. И вот и в этом направлении также не было и не предпринимается никаких шагов. И в этом направлении наше законодательное, правоохранное законодательство, наша законодательная база, она совершенно не соответствует этим задачам. Вообще она не соответствует задачам охраны природы. Если всерьез рассматривать. Вот если мы от буквы до буквы будем выполнять все эти законы, которые нацелены на сохранение природы, то мы придем в конечном счете к тому, что будем жить в абсолютно разрушенной природной среде. Потому что наше природоохранное законодательство носит преимущественно репрессивный характер. То есть вот кто-то что-то там нарушил, он должен заплатить штраф. Это самая радикальная мера. Штраф этот, в городе вы наблюдаете, как какое-то там, какая-то фирма или еще что-нибудь там, предприятие, какая-то автомойка организуется, перед своим фасадом вырубает все деревья, чтобы с дороги было видно. Это сплошь и рядом происходит. И, конечно же, они платят штраф за порубку этих деревьев. Но деревья не восстанавливаются от этих штрафов. Более того, сама идея ограничения штрафными санкциями, по идее, да, конечно, эти штрафы должны там концентрироваться на том, чтобы усиливать охрану природы, восстанавливать и так далее. Но на практике мы видим, что сами эти штрафные санкции создают очень широкую базу для коррупции в первую очередь. Можно отмазаться просто, заплатить там инспектору или кому-то. Но если даже эти штрафы где-то концентрируются, положим, в том же экологическом фонде. Вы мне покажите хоть один случай, чтобы они были направлены на восстановление той ситуации, которая была нарушена в результате вот этого действия противоправного. Вы таких примеров мне не приведете. И поэтому в основу законодательства должен быть положен совсем другой принцип, не репрессивный, а принцип восстановления надлежащего состояния. То есть, если закон будет направлен на надлежащее состояние, то есть каким должно быть состояние тех или иных природных объектов, которые охраняет закон, этого нигде нет в законе, такой нормы. Мы в свое время
ездили в Соединенных Штатах по штатам, но в основном мы посещали национальные парки от восточного побережья до западного. Но кроме того посещали мы также и некоторые, значит, муниципалитеты. В одном из муниципалитетов нам рассказали, что у них принят такой муниципальный закон, по которому, значит, вот перед каким-то частным владением, которое граничит с, значит, местами общего пользования, там, да, значит, какая-то вилла выходит там на какую-то дорогу, улицу и так далее. И там принят закон, в каком состоянии должна находиться вот эта территория, которая, значит, находится вот как бы и в общественном пользовании, и в частном, так сказать, смешанном, можно сказать. Там принято это постановление, и вот владелец, положим, этой виллы, там, коттеджа или чего, он получает предписание, что вот такие-то, такие-то варианты работ по благоустройству этой территории, там газон или какие-то посадки, цветник или что угодно, только вот в рамках предписания должно быть. И ему, значит, делают предписание, что вот он должен к такому-то сроку привести это в соответствие. Он этого не делает, и никто его не штрафует совершенно за это дело. Ради Бога, не хочешь делать, не надо. Муниципалитет за свои деньги приводит эту территорию в надлежащее состояние. Вот. В полном соответствии нанимают фирму, которая проводит озеленение, делает газон или что там, цветник и так далее. А потом уже за выполненную работу, ту, которую не сделал, вот, хозяин, они ему выкатывают счет. Это счет за проделанную за работу, за восстановление надлежащего состояния. И тогда у них все, так сказать, работает. Или же, потому что, положим, этому хозяину виллы в 10 раз дешевле сделать это самому, чем платить, а там мэрия не очень стесняется в средствах, нанимает там крутую фирму, они там прекрасный газон устраивают. Если не хочет выкашивать этот газон, ради Бога, они будут постоянно нанимать людей, которые этим будут заниматься. Все. Но все, так сказать, как надо там выглядит. У нас этого нет. Вот. И я думаю, что это одна из как бы коренных слабостей нашего законодательства. И я думаю, что вот как раз в области сохранения экосистем как способа, значит, восстановления мест обитания для видов Красной книги, вот такой принцип может вполне работать. Вполне может работать. Он может работать и во многих других, так сказать, случаях, но и в данном случае это совершенно необходимая вещь, потому что сохранение одного вида – это не какая-то частная задача, и не простая, а комплексная задача, потому что восстанавливать нужно именно всю совокупность условий, которые поддерживают существование этого вида. И при этом поддерживать существование этого вида не в условиях зоопарка или ботсада, а в природе. А что значит в природе? В природе это означает, что нужно поддерживать существование не отдельной особи, а целой популяции. Это должна быть целая популяция, потому что, значит, просто у одной особи ограниченное время существования, у семьи тоже, у стаи тоже. А популяция – это самая нижняя единица воспроизводства вида. Вот. А для популяции нужно восстанавливать среду обитания на очень большой, так сказать, территории. И вот с чем еще мы столкнулись? Значит, это, опять же, на уровне госагентства. Там утверждают, что нам выдумывать. У нас есть заповедники.
Вот заповедники и есть места, где сохраняются вот эти виды Красной книги. Хорошо. Это, во-первых, как бы не очень корректная постановка вопроса, еще и потому, что некоторые заповедники, можно сказать, большинство заповедников, по своей площади недостаточны для поддержания существования даже одной особи. Вот, положим, в Сарычелегском заповеднике в фауне там записан барс. Высокогорная часть Сарычелегского заповедника ничтожно мала. Да, барс туда заходит. Но если его там будут сохранять всеми силами и уничтожать на всех прилегающих землях, то он мгновенно исчезнет, потому что это только очень небольшая часть его охотничьей территории, индивидуальной. То есть даже семью Сарычелегский заповедник прокормить не может. Тоже относится и к хищным птицам. У хищных птиц очень большие охотничьи угодья, и они не могут ограничиваться территориями заповедников. Это очень небольшие участки их охотничьих угодий, индивидуальных. Я не говорю уже о популяции. То есть самая даже превосходная охрана вот многих видов, а вот как раз в основном хищные это виды и попадают в Красную книгу. Вот для этих хищных видов территория большинства наших заповедников абсолютно недостаточно. Для того, чтобы сохранить даже особь, я не говорю о популяции.